Добрый вечер. В эфире итоговая воскресная программа телеканала АТР. В студии я, ее ведущий Юрий Мацарский. Вначале коротко о темах нашего сегодняшнего выпуска. В Севастополе вышли на митинг с требованием к оккупационным властям не допустить сноса частного сектора города. Так называемая прокуратура Крыма завершила предоставление доказательств вины журналиста Николая Семины в сепаратизме. Год с дня исчезновения в Крыму Эрвина Ибрагимова. Встреча Большой Семерки и саммит НАТО. Вспомнили и об Украине. Итак, вчера в Севастополе около 1000 местных жителей вышли на митинг протеста, требуя от так называемых местных властей отказаться от генерального плана развития города. Этот документ, в частности, предусматривает снос частных домов и строительство на их месте новых жилых кварталов. Как именно проходил этот митинг, понятно из короткого сюжета, снятого журналистами «Крым Реалии». Земельные участки получим изменения и Севастополь. Такой же пострадавший, как и... Я считаю, что этот генеральный план – это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем. Против плана, потому что нарушаются все наши права. И никто нас не отстоит, если мы сами не выйдем. У людей все законно, как правило, подавляющее большинство, давным-давно, много лет. А сейчас хотят сносить и так далее, и так далее. Мы за генплан, но мы за генплан разумный, а не тот, который нам принесли чаловцы. Понимаете? Нужно сначала побыть здесь, посмотреть, а потом рисовать. До сих пор не можем никак закончить приватизацию нашей земли. Мы отрицательно относимся к генплану. Я считаю, всем, кому земля была выдана до 2014 года, этих людей нужно оставить в покое. Но я что-то не могу понять, что происходит в нашем правительстве. Правительство Севастополя, по моему убеждению, может, я, конечно, ошибаюсь, работает не на народ Севастополя, не на Российскую Федерацию. Потому что все, что делается в Севастополе, народ сравнивает с тем, что было в Украине. И, к сожалению, к счастью, не знаю к чему, но такое сравнение есть. Мы жили в Украине. И получается, что то, что творят сейчас севастопольские власти, ничем не лучше то, что творилось в Украине, откуда мы ушли домой. Проезда номер 10. И город лишится уникальной картажной системы и природных водоемов. Весь стандартный набор налицо. Путин, помоги, местные власти плохие, обманывают Путина, но вот он узнает правду и во всем разберется. При всем при этом митингующие требуют соблюдения законности, с которой на полуострове уже давно большие перебои. Так называемый референдум 2014 года, какие-то безумные тюремные сроки Сенцову, Кольченко, ребятам из Хизбут Тахрир, похищение активистов и постоянные обыски в домах крымских татар. Это что, законно? Если страна в нарушении ее же собственных предписаний отнимает у соседа целый регион, то почему не отобрать участок, который к тому же расположен именно в этом чужом регионе? Есть ли способ добиться уважения своих прав? Возможно ли в принципе диалог общества с властимущими? Об этом мы говорим с российским журналистом и режиссером Александром Невзоровым. Он с нами выходит на прямую связь по скайпу. Александр Глебович, здравствуйте. Добрый день, дорогие мои. Итак, кому севастопольцам идти за правдой и справедливостью? Я подозреваю, что ходить им не надо и ходить некуда, потому что существует не только в Украине, а не только на тех территориях, которые находятся сейчас под юрисдикцией Российской Федерации, но и в самой Российской Федерации колоссальные кадровые проблемы. Вы посмотрите, ребят, не то, что там Крым, не то, что какие-то очень спорные земли, потому что все равно никому не известно, как будет и сколь драматично будет судьба Крыма, и сколько раз он будет переходить, и каким путем из рук в руки. Но даже те регионы, которые считаются стабильными и привычными, они стонут под властью просто клинических идиотов. И дело здесь даже не в самом Кремле. У Кремля ведь очень такие книжные, очень романтические представления о русской империи, основанные в основном на художественной литературе, либо на трудах романтизирующихся славянофилов, да, о том, что вокруг бравые, умные управленцы, которые будут нести монаршую волю, строить русский мир.
А вместо этого Россия вынуждена на ключевые точки, по крайней мере на ключевые сейчас, расставлять в общем почти идиотов, которых от какого-то такого серьезного диагноза отделяет очень немного. Да, мы знаем про Орловского губернатора, который на полном серьезе рассказывал о путешествии Ивана Грозного в Петербург. Да. Мы видим религиозную фанатичку Поклонскую, которую, в общем, конечно, ни до какого уровня госвласти, я уж не говорю про прокуратуру, допускать нельзя просто в силу того, что религиозный фанатик не может находиться в госуправлении. Мы видим чудовищный кадровый голод, а поскольку Крым подвешен все равно на такой большой-большой ниточке, да, и никому не понятно, что будет дальше, то туда идет самый управленческий отход, который не способен ни с одной... Вот не морочите себе голову, не ищите там заступников, не думайте о том, что что-то может поменяться. Приготовьтесь к такому тяжелому в материально-бытовом, строительном смысле этого слова осадному положению не потому, что они очень плохие. Просто потому, что они ничего не умеют, никогда нигде этому не учились. Одно дело в период русской весны покричать какие-то лозунги, помахать кулаками и потыкать прикладами безмолвных украинских перепуганных на тот момент солдатиков. Другое дело управлять регионом. Да они ничем вообще, я бы им пышечную не доверил. Ну как так получается, что для Крыма не смогли найти какого-нибудь одного вменяемого управленца? Ну по той простой причине, что вот мы же слышим, и вот сейчас в этом тоже сюжете было, люди уже сравнивают, как было при Украине и как теперь при российской оккупационной власти. Неужели в России не понимают, что жители оккупированных территорий стоит бы облизывать так, чтобы они назад не смотрели? Ну, во-первых, мнение людей никогда никого не интересует. Факт считается свершившимся, и Россия очень уповает на свою вот эту всю призрачную мощь, которая одним своим вот как бы явлением на горизонте способна удержать все, что угодно. Россия вообще очень плохо себе представляет реальность. Да? Страна, в которой с почетным караулом встречают ребро удава, и потом всей Москвой это ребро удава целуют, даже не удосужившись спросить какой-нибудь сертификат хотя бы приблизительной подлинности. Да? Ведь поймите, это же страна бескрайних романтиков. И этот бескрайний романтизм, он очень хорош бывает в такие, знаете, красивые эффектные минуты, когда нужно у кого-то что-то отобрать, украсть, когда нужно где-то выдавить плечом дверь, нахамить, но потом наступает реальная жизнь. И почему вы думаете, собственно говоря, подождите, вот вы интересные люди, вы что, действительно считаете, что в Крыму должно быть лучше, чем в какой-нибудь Ивановской или Владимирской области или где-нибудь еще, где гнилые развалившиеся дороги, перекосившиеся заборы, где нет канализации у людей десятилетиями, просто потому что ее нет, где поликлиники, в которых в прогнившие полы проваливаются ноги до колена и где сидят в многочасовой очереди. А почему, собственно говоря, у них должно быть лучше? Они хотели в Россию, и они, вероятно, обязаны были представлять себе, что такое сегодняшняя Россия. Так они, вероятно, сюда и хотели. К гнилым проваливающимся полам, к разбитым дорогам, тотальному чудовищному воровству, которое является нормой. А что, подождите, они вроде получили то, что хотели, что вы за них переживаете? Спасибо вам большое, Александр Глебович. Благодарю вас. Всего вам доброго. Напомню, российский режиссер, журналист Александр Невзоров был с нами на прямой связи. Вот что мы выяснили. Выяснили мы, что искать справедливости в современной России и на оккупированных ею территориях занятие бессмысленное. Вот это Александр Невзоров сказал. И россияне, похоже, с этим смирились. Вот еще одно вчерашнее видео. Москва, метро Арбатская, самый центр столицы. Полицейские забирают 10-летнего мальчика, который читал на улице стихи Шекспира. Взрослые люди в форме тащат куда-то испуганного, зареванного ребенка. Пустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Я сказала нет. Что делать? Бери руки, сейчас я тебя побью.
Ребенка отпустите, я сказала. Я не... Нет. Нет. Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите? Что это беспредел полицейский? Что это за беспредел? Что делаете? Вы что делаете? Отпустите ребенка. Вообще что ли? Помогите! Спасите! Нет! Нет! Помогите! Помогите! Я сказала, нет, я не... Девушка, нет, я сказала, я ребенка не отпущу. Что делать? Вы меня швырнули, это беспредел. Нет, я сказала, я проеду с вами. Как я неадекватно? Вы меня швыряли. Я вас не швыряла, отойдите, пожалуйста. Я сказала, я знакома ребенка. Да подождите вы, блин. Нормально, подойдите, разговаривайте. Да я ж нормально, это вы лишь... Отойдите от меня. Да подожди, ты можешь меня послушать. Да знакомая я. Что вы делаете? Что вы делаете? Я сказала, я знакомая, давайте поговорим нормально. Пожалуйста. Ну вы ребенка доводите до истерики, что творите? Вы не имеете права меня трогать. Вы ребенка до чего доводите? Это вы его доводите. В смысле я его довожу? Вы что? В этом видео больше всего впечатляет даже не грубость полицейских, а равнодушие окружающих. Ребенка задерживают на глазах десятков, если даже не сотен людей, но хоть как-то повлиять на ситуацию, защитить мальчишку решаются считанные единицы. Вот, по-моему, только вот пара молодой парень и девушка подошли. Чего ждать крымчанам, оказавшимся в стране, где полиция воюет со школьниками на глазах равнодушных взрослых? Фонд «Майдан закордонных справ», на этой неделе опубликовавший ежегодный отчет «Оккупированный Крым в условиях санкций», предупреждает, что ничего хорошего ждать не приходится. Вже ясно, що в Криму не буде ніякої промисловості, крім оборонно-промислового комплексу. В Криму не буде ніякого туризму, в Криму не буде малого бізнесу. Ніякого економічного майбутнього в Криму немає. Все больше у жителей Крыма возникает проблем, а где найти работу. И та работа, которая более, скажем так, привлекательна с точки зрения заработной платы, в выборе предоставить ее крымчанину или предоставить ее гражданину Российской Федерации, который приехал с материковой России в Крым, гражданин Российской Федерации с материка уже имеет приоритет. То есть жители Крыма – это как бы люди второго сорта. Одним із надефективних ключів щодо повернення Криму під суверенітет Української держави це є переформатування статусу автономії, надання йому статусу національно-територіальної автономії як форми самовизначення кримсько-татарського народу. Так называемая прокуратура Крыма завершила предоставление доказательств вины журналиста Николая Семины, которого оккупационные власти полуострова обвиняют в сепаратизме. Основанием для этих обвинений стали статьи журналиста, в которых он называет аннексией действий России в Крыму зимой и весной 2014 года, а также высказывается в поддержку энергоблокады полуострова. О ходе судебного процесса узнаем от журналиста «Радио Свобода» Антона Наумлюка, освещающего в том числе и дело Семина. Антон выходит с нами на связь по скайпу. Антон, здравствуй. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, какие именно доказательства вины Николая Семины были предоставлены так называемой прокуратурой? Что там фигурирует в этом самом деле уголовном? Вообще процесс над журналистом Николаем Семиной должен был стать таким первым серьезным разговором о статусе Крыма на юридическом языке. Защита именно на это рассчитывала и готовила свою позицию с точки зрения международного законодательства, международного права, которое не позволяет России назначить свои границы в одностороннем порядке и не зафиксировать их в международных договорах, которых, естественно, по поводу Крыма нет и не может быть. Тем не менее, обвинение, которое действительно закончило фактически представлять свою сторону, свои аргументы, не стало переводить сам процесс в политическую плоскость, ограничивался только техническими какими-то мотивами. Никаких доказательств вот как таковых вины журналиста их нет. Их просто быть не может. Есть только факт того, что текст был действительно написан им и опубликован. Николай Семина никогда этого не отрицал. Есть экспертиза
подготовили научные сотрудники, которые были инициированы, и экспертиза это была инициирована сотрудниками ФСБ, которая показывает, что в тексте есть призывы к сепаратизму, то есть к отделению Крыма от Российской Федерации. На самом деле это очень странная ситуация, которая сложилась в Крыму, целый ряд фигурантов дел, которые обвиняются в сепаратизме за то, фактически, что они пытались, наоборот, отстоять территориальную целостность как Украины, так и России без изменения границ 2014 года. Тем не менее, все это перевернуто, и Николай Семена сейчас это вот такой первый фигурант дела, у которого судебный процесс уже состоялся. Поэтому обвинение представило только технические какие-то доказательства, только экспертизу, в которой эксперт утверждает, что призывы в тексте журналиста были. Несколько свидетелей выступило, в том числе 2 сотрудника ФСБ. Из их показаний следовало, что за журналистом следили давно, следили причем с прицелом на статью в госизмене. Однако, когда не смогли набрать материала на эту статью, обвинили в сепаратизме за текст на сайте, где он сотрудничал. Вот, в общем-то, и все. Сейчас с 5 числа, или, может быть, позже, на следующем заседании сторона защиты будет представлять свои доказательства, возможно, допросит своих экспертов и своих свидетелей. Дальше уже будет стадия прений и вынесение приговора. Но вот так, по моим прикидкам, не раньше, наверное, чем через месяц, может быть, даже чуть больше. Спасибо большое, Антон. Всего доброго. Напомню, на прямой связи со студией был журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Год назад, 25 мая 2016 в Бахчисарае пропал экс-депутат Горсовета, член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Судя по всему, активиста похитили, и уже целый год родные и близкие Эрвина ничего не знают о его судьбе. О том, что произошло год назад в Крыму, и о том, что делается для поиска пропавшего, в сюжете АТР. 24 мая 2016-го. На этих кадрах сотрудники российского ДПС. Эрвин Ибрагимов, которого они задержали, пытался убежать. Однако его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через 3 дня после похищения бахчисарайцы собрались у здания местной полиции. Требовали активизировать поиски. Какое-то определенное время мы должны собираться. То есть вы сказали, если вы захотите найти, вы весь Крым перевернете вверх дном. И это мы видели, когда стрелка Симферопольского искали. Весь Крым его так перевернули. Почему сейчас мы не видим действий? Вы показали. Расследование похищения Ибрагимова спустя год безрезультатно. В июле 2016-го Наталья Поклонская, тогда еще оккупационный прокурор Крыма, опровергла причастность российского ДПС к похищению крымско-татарского активиста. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще вот постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Семья Ибрагимова обратилась к похитителям, заявив о готовности заплатить выкуп. Друзья и родственники развесили по всему Крыму объявления об исчезновении, искали свидетелей. Загнать в тупик. То есть загнали меня в туннель, и идешь, и никакого просвета нет. Вот и все. То, что вот надежда обнадеживали меня, вот действительно, человек не зря же говорит, надежда живет. Идет, какой-то луч хочет увидеть, а этого луча не видно. И все глубже, 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 и все темнее, темнее, темнее. Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Нам кажется, что его фигура была выбрана с целью вот показать, что мы уже рядом. С каждым из вас может что-то подобное произойти и так далее. То есть посеять страх уже даже среди тех, кто не боится.
Эрвин Ибрагимов принимал активное участие в работе национального движения. Избирался депутатом Бахчисарайского горсовета. Стал одним из 6 делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган Всемирного конгресса крымских татар. Ибрагимов является членом Бахчисарайского регионального меджлиса. Как и многие сторонники меджлиса, был на митинге 26 февраля 2014-го. На этих кадрах Эрвин Ибрагимов отстаивает территориальную целостность Украины. На минувшей неделе в Брюсселе прошла встреча глав государств, членов НАТО, многие из участников которой затем отправились на Сицилию на заседание Большой Семерки. Большая Семерка – это объединение стран с наибольшим политическим весом и влиянием на мировую экономику. Объединение неформальное, но исключительно важное. Ведь в рамках этого неформального объединения проходят регулярные встречи глав США, Канады, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Франции. Совсем недавно, кстати, Большая Семерка звалась Большой Восьмеркой и включала в свой состав еще одно государство – Россию. Но после аннексии Крыма 7 других участников объединения покинули его и собрались вновь уже без России. В декларации, выпущенной по этому поводу 24 марта 2014 года, говорилось в частности следующее. Международное законодательство запрещает силовой захват других государств или их частей. Поступать подобным образом значит нарушать принципы, на которых основана система международных отношений. Мы не признаем незаконного референдума, проведенного в Крыму в нарушение Конституции Украины. Кроме того, мы осуждаем действия России, направленные на захват Крыма, что является нарушением международного законодательства и взятых на себя Россией обязательств. Конец цитаты. На нынешней сицилийской встрече лидеры «семерки» выступили с похожим общим заявлением. В нем они сообщили, в частности, о непризнании оккупации полуострова и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Конечно, украинцам хотелось бы большего. Президент Петр Порошенко даже написал о встрече «семерки» колонку для издания «Политика». В ней президент призывает к проведению политики, направленной на прекращение российской агрессии. Я сейчас приведу цитату из нее. «Россия не прекратит агрессию, пока мы не остановим ее. Запад должен выступить общим фронтом в защиту таких ценностей, как международное право. Сегодня, как и накануне Второй мировой войны, время не на нашей стороне. В условиях, когда список жертв агрессии все растет, откладывать или прибегать к успокоительным полумерам не просто неуместно, а опасно». Это конец цитаты Порошенко. Очевидно, что Порошенко ждет от Запада более жестких санкций, более действенной экономической и политической изоляции. И он такой не один. Честно говоря, санкции могли бы быть жестче, хотя бы теоретически. К тому же Ирану, например, Запад так усложнил жизнь, что про систему международных денежных переводов SWIFT, до сих пор работающую в России, там даже не вспоминают. Но и нынешние санкции действуют. Это заметно не только по девальвации рубля. Есть и другие косвенные, но очень красноречивые доказательства. Об одном из таких доказательств на уходящей неделе написала «Нью-Йорк Таймс». По информации газеты, российский миллиардер, некогда богатейший человек страны Олег Дерипаска, предложил Конгрессу США дать показания о вмешательстве Кремля в ход американских выборов. Не просто так, а в обмен на иммунитет от судебного преследования. Конгрессмены Дерипаске отказали, но это уже детали. Куда важнее сам факт такого рода обращения московского олигарха. И тут одно из двух. Либо Дерипаска действительно готов бросить свои немалые активы и перебраться в Штаты, зная о том, что в Россию ожидает что-то уж очень нехорошее. Либо это срежиссированная Кремлем игра, в которой миллиардер стал заложником политиков. Но и кремлевская игра в предателя Дерипаску свидетельствует о том, что дела в стране идут не лучшим образом. Может быть, через него пытались вбросить в США какую-нибудь ложную информацию или отвлечь внимание от чего-то более важного. В любом случае, если бы все было в порядке в стране, никаких неофициальных контактов миллиардера с конгрессменами не было бы. На этом наша сегодняшняя программа завершена. Увидимся в следующее воскресенье на Первом крымско-татарском. Всего вам доброго.